Всем доброе утро! Это рубрика «Утренний кофе». Меня зовут Мила. Сегодня гость нашей рубрики – лингвист Вячеслав Иванов. Доброе утро, Вячеслав! Доброе утро! Вячеслав, спасибо, что нашли время поговорить с нами. Я, насколько знаю, да, вы живете в Санкт-Петербурге. Несмотря на это, вы принимаете во многих проектах, которые связаны с остинским языком, да, в том числе и в социальных сетях. В Санкт-Петербурге 27 октября проходил фестиваль языка, да, языковой фестиваль. Языков. Вы принимали, да, в нем участие? Да, я один из главных организаторов этого фестиваля. Фестиваль проходит 13 лет, и в этом году состоялся 13-й. О чем ваша лекция была на фестивале? Я рассказывал об эсперанто, о вьетнамском и об остинском языке. Об остинском языке я рассказывал уже в 13-й раз. То есть сколько проходил фестиваль, столько раз я рассказываю об остинском языке. Вообще интересно бывает, много людей бывает на лекции, то есть вот охват какой аудитории бывает? Лекция проходит в учебном помещении, то есть туда не может уместиться, скажем, больше 30 человек, но приходит примерно человек 10-15, иногда больше. Это люди, которые выбрали именно остинский язык среди других одновременно проходящих презентаций. В этом году было 11 событий в каждый час, то есть из 11, скажем, языков люди выбрали именно остинский, то есть это люди по какой-то причине заинтересованы в нем. А вы можете так сказать, кто больше всего бывает, присутствуют студенты, может быть, да, вот каких-то профильных специальностей? Как и в целом на фестивале преобладают студенты и, скажем так, молодые специалисты, то есть люди там младше 30 лет, которые уже работают. Именно на остинский язык почти каждый год приходит кто-нибудь с осетинскими корнями, то есть по меньшей мере один человек об этом говорит, да, наверное, их больше, да, то есть люди, у которых кто-то из предков был осетином, и они помнят об этом, а языка, не знают, или знают совсем чуть-чуть. И вот они приходят получить такое более широкое представление. Другая большая группа – это люди, которые сами представляют на фестивале другие языки, или малые языки, или республиканские языки Российской Федерации. Им любопытно, так сказать, как коллегам, что ли, да, посмотреть, какая ситуация у остинского, как он устроен. Хотела попросить наших подписчиков, напишите, пожалуйста, как нас слышно, как видно. В комментарии «Доброе утро», «Здравствуйте». Вячеслав, вот вообще в Петербурге не первый раз, да, проходит этот фестиваль, и вы не первый раз читаете лекцию, да, про остинский язык. 13-й раз. Все прошло хорошо. И расскажите, вообще после лекции бывает, что к вам обращаются с просьбой научить? Может быть, кто-то даже хочет, кто-то, может быть, с нуля хочет изучить, или, может, какие-то советы просят? Да, бывает, что обращаются с вопросами или за рекомендациями. Например, в этом году со мной сейчас приехал полиглот Денис Патин, он заинтересовался остинским языком тоже на фестивале, в итоге увлечен этим языком и здесь занимается сейчас на остинской филологии с преподавателем. То есть довольно глубокий интерес сформировался, хотя он не из Осетии, и остинских корней у него нет, но просто из интереса к структуре языка и к Осетии как к месту, как к культурному какому-то феномену, поэтому он... Заинтересовались, да, нашим языком? Да, то есть так бывает. Конечно, большинство людей приходит просто на фестивале, бывает 6, можно познакомиться с 6 разными языками, то есть большинство, конечно, слушателей это люди просто с таким интересом, просто, которые хотят расширить свой кругозор, но на этом, конечно, и остановиться, потому что невозможно выучить все языки, которые человека интересуют. 25 ноября у нас в СУГУ, да, в факультете остинской филологии, состоится Владикавказский фестиваль языков. Да, вы там будете тоже, да, принимать участие. Да. Расскажите вообще, о чем будет там ваша лекция? Вы будете представлять какой-то язык? Да, значит, в понедельник ближайший в час начинается программа фестиваля в час дня на факультете остинской филологии.
И я там буду рассказывать о турецком языке и о языке эсперанто. Но осетинский язык тоже будет, вероятно, в форме языкового клуба, да, то есть люди, которые не очень уверены в своей речи, вот, могут прийти и в такой безопасной, что ли, обстановке попробовать поговорить. Будет вести это мероприятие декан факультета Анжела Федоровна Куцоева. А это только для студентов будет, или, может быть, вот кто-то сейчас нас смотрит и заинтересуется, очень захочет посетить? Ну, поскольку это внутри университета, конечно, легче всего будет туда попасть студентам и преподавателям этого вуза. Но, наверное, можно попробовать зайти через главную проходную по паспорту, если вы скажете, куда вы идете. Скорее всего, вас пропустят, но это, честно говоря, не могу гарантировать, потому что не связан с пропускным режимом в СОГУ. Я зачитаю комментарий нашего подписчика. Вот спрашивает: остинский язык является самым древним языком в мире вместе с языком санскрит. Можете это подтвердить? Нет, не могу это подтвердить. Это неправда, более того. Вячеслав, многие жители нашей республики вас знают как создателя первого интернет-ресурса, да, «Остинский язык онлайн», координатора перевода социальной сети ВКонтакте. Да, расскажите вообще вот интернет-ресурс «Остинский язык онлайн», он что из себя представляет? Может быть, для тех, кто не слышал, да? Сайт irunau.ru, «Остинский язык онлайн», я стал создавать в 2000 году, когда сам очень подробно занимался остинским языком и не находил в интернете нужных для меня ресурсов. И сначала я там обращался к каким-то своим знакомым осетинам, показывал им сайты о других языках и пытался как-то их завлечь, чтобы они сделали что-то подобное. Ну, потом в какой-то вечер я сел и написал там 3 вводных урока осетинского языка и решил это опубликовать в интернете. И так стал развиваться этот сайт. Сейчас на нем есть онлайновый словарь, есть несколько описаний грамматики, то есть сканы книг с грамматиками осетинского языка. То есть это хороший справочный ресурс по осетинскому языку, которым в том числе пользуются сейчас есть молодое поколение иронистов, в основном из Москвы, которые занимаются осетинским языком с точки зрения современной лингвистики. Вот, и они ссылаются на этот сайт как на источник информации, которым они пользуются. А как-то выросло, может, статистику не смотрите, да, наверное, сайта посещения? Вот за последние годы изменилась как-то статистика? Да, посещаемость сайта растет, видимо, в связи с ростом проникновения интернета. Сейчас почти у всех есть мобильные устройства, мобильный интернет, поэтому уже, наверное, почти поголовное проникновение интернета. В этой связи действительно у сайта рекордная посещаемость за все годы. Сейчас около 1000 человек туда каждый день заходит. Ну и заметно, конечно, что в каникулы это число падает примерно в 2 раза. То есть, значит, большая часть аудитории это школьники и их родители. Которые для обучения, да, пользуются? Да, которые пользуются как справочным ресурсом в помощь с домашней работой, может быть. Насколько я знаю, вы вообще остинский язык сами, да, изучили? Вы родились в Осетии, да, вот учились? Да, я родился в Осетии, в Владикавказе конкретно, и учился в 7-й школе. Со мной училось очень много осетин, в том числе двуязычных, уверенно владеющих осетинским языком. Это меня всегда интриговало, что ребята, которые со мной учатся, некоторые такие, как я, одноязычные, некоторые могут переключаться со своими родственниками на целый другой язык. Да. Вот. И в каком-то возрасте я осознал, что, в принципе-то языки можно учить больше, чем один одновременно. Отчасти на это повлияло то, что у нас в школе появился факультатив французского языка. Я стал как-то продвигаться и понял, что, наверное, можно и осетинский как-то аналогично учить. Вот. И договорился в самой школе не было осетинского языка ни для кого, такая была специфика этих спецшкол с английским уклоном, там не было осетинского языка даже, как в те годы было принято, этнические осетины ходили на урок осетинского языка, так вот таких уроков у нас не было даже для осетин. И
какой-то момент родители договорились с соседкой, учительницей осетинского языка Раей Албеговой, и она провела для меня там 5-6 уроков, и я разобрался, как читать по-осетински, скажем так, и уже дальше по грамматическому очерку и осетинско-русскому словарю дальше учился. Это было тяжело, конечно, это не типичный, потому что типичный путь изучения языка — это, конечно, учебник и переводной словарь, да, скажем, русско-осетинский, но такого у меня не было долгое время, скажем, до нулевых годов в продаже не было таких источников. Такое впечатление, что не было материалов для изучающих осетинский язык с нуля почему-то. Вот. Потом они стали появляться. Сейчас, например, проще с этим. Ну, сейчас как бы с появлением интернета стало больше, да, вот каких-то, может быть, ресурсов для тех, кто... А в ВУЗе у меня был курс тоже, я учился на матфаке, и у всех студентов вот в те годы в СОГУ был обязательный курс русского или осетинского языка, по-моему, на 2-м курсе. И я выбрал осетинский, но это была говорящая группа, то есть они там, все, что происходило на занятии, происходило на осетинском языке. И вот это была очень такая полезная практика, тяжелая, несомненно. То есть для меня на первых уроках было очень мне тяжело, но потом я разговорился, это было очень полезно. Вот вела Рита Руслановна Шанаева, она тоже сейчас работает еще на осетинской филологии. Вот, дай бог ей здоровья. Получается, вот на вашем примере явно видно, что осетинский язык при желании можно выучить с нуля, даже не имея таких, да, вот особо материалов, пособий. А вы можете какие-то советы дать тем, кто, ну, допустим, у нас сейчас много, кто, в принципе, что-то знает, но стесняется из-за какого-то акцента, возможно, как им кажется, да? Какие-то советы дать тем, кто хочет научиться говорить? Ну, главный совет — немножко смелее быть, потому что когда вы выбираете сделать что-то или не сделать, и вы не сделали, ничего не изменилось. Вы сделали, стали немножко лучше, да, поэтому надо как-то решительнее с этим. И, ну, понятно, что нужна какая-то безопасная среда, чтобы начинать, чтобы практиковаться в языке. В этом смысле могут помогать сейчас встречающиеся разговорные клубы осетинского языка, то есть где люди сознательно собрались поговорить на осетинском языке и помогают друг другу. То есть я пару раз участвовал в таких встречах, мне очень понравилось. Это и очень полезно, и очень безопасно, потому что никто не высмеивает ваши ошибки, например, да, никто не осуждает, это очень хорошо. И, конечно, такой клуб можно организовать самостоятельно, да, просто собрать 2-3 знакомых, вот, и встретиться в каком-то помещении, где вы, например, редко бываете, договориться, что в этом помещении вы говорите только по-осетински, и вот так попробовать обложиться словарями, возможно, да, то есть... Я зачитаю комментарий, вот до этого задавал вопрос подписчик, и он написал: многие языковые ученые это подтвердили, вы говорите, что это неправда. Я буду благодарен за конкретную ссылку, потому что не верю, что существуют ученые, которые говорят, что такой язык древнее, а такой моложе. Что все языки одинаково древние, они развиваются из одного или нескольких языков предков, и предком осетинского языка является, скажем так, проиранский язык, и там дальше предок общий для иранских и индоарийских языков и так далее, да, потом проиндоевропейский язык, и, конечно, проиндоевропейский язык достаточно древний, но языки постоянно меняются, и произошли, то есть можно сказать, что они имеют одинаковый возраст, да, то есть предок русского языка достаточно древний, предок латинского языка, там, французского и так далее, да, поэтому это немножко такая антинаучная тема, что осетинский и санскрит самые древние языки. Нет, я точно знаю. В феврале 2005 года появилась осетинская версия, да, Википедии. Там сейчас более 10 тысяч статей. Как появилась вообще идея разработки такого проекта? Да, я участвовал в работе открытой энциклопедии Википедия с ее ранних этапов. Сначала в эсперантском разделе на языке эсперанто.
И в тот момент еще даже русская Википедия была меньше Википедии на эсперанто. Сейчас это уже давно не так. Вот. И я заметил, что стали открываться и развиваться Википедии на языках, сравнимых с осетинским по числу говорящих и по социолингвистической, скажем, ситуации. Это каталанский язык, например, там, татарский язык. И мне пришла такая логическая идея, что должен быть и осетинский раздел. Я разобрался, как добиться, чтобы он появился. То есть нам надо было оформить заявку, пройти определенные процедуры. Все это я сделал. И вот в феврале 5-го, да, вы сказали, да, открылась осетинская Википедия, да. А кто занимался переводом статей? Это как-то волонтеры, да, возможно, какие-то? Да, любой участник, любой посетитель, пользователь интернета может зайти на сайт Википедии, найти осетинский раздел. Это wikipedia.org с префиксом os, да, то есть os.wikipedia.org, и править любую статью, дополнять ее. Да, это не всегда переводы, то есть многие статьи написаны с нуля. Вот. Это не очень сложно, для этого нужно всего лишь устройство, удобнее с компьютера, можно с планшета тоже править, с телефона не очень удобно, но тоже некоторые работы. К сожалению, не очень много участников в осетинском разделе, редко бывает одновременно больше, скажем, 10 человек, но работа идет, и, можно сказать, что я доволен, но, честно говоря, если бы сейчас это бы происходило, я, наверное, бы не взялся за открытие осетинской Википедии, потому что, очевидно, это не очень востребованный формат, скажем так, среди говорящих на осетинском, потому что многие из них не умеют или непривычны писать на осетинском, так скажем. То есть говорить могут, а вот немножко, да, вот с написанием проблема бывает. Да, то есть они, да, и многие даже, например, умеют говорить, говорят в быту, но, например, не читают по-осетински, соответственно, не умеют формулировать, может быть, более сложные предложения или рассуждать о науке, политике. Поэтому им тяжело. С одной стороны, это прекрасная площадка, чтобы, что называется, прокачать это умение, да, но немногие пользуются этой возможностью. Хотела зачитать комментарии. Вот пишет Жама Найрышев Талапул, моя автора Шалдеев Дишут. У нас просто может проблема быть с интернетом, немножко картинка, да, у нас качество меняется, но это, к сожалению, не от нас зависит. Вот, мы сейчас в прямом эфире в Инстаграме, поэтому вот такие у нас моменты могут быть. Вообще сейчас, вернемся, да, к осетинской версии Википедии, какие-то работы ведутся в последнее время, то есть что-то, может быть, новое разрабатывается? Да, недавно прошел у нас проект «Вики любит Кавказ», называлось. Это был международный проект, в котором участники из нескольких стран одновременно писали статьи на кавказские темы о объектах, географических объектах и достопримечательностях Кавказа, как обширного региона от Ростовской области до Армении, Азербайджана. Вот, и мы тоже там поучаствовали, написали 13 всего статей, но тем не менее, да, то есть будем упомянуты в этих всех новостях в связи с этим большим проектом. И любопытно, что на осетинскую тематику тоже было написано много статей в языковых разделах на других языках, включая довольно экзотические для нас, такие как малаялам язык в Индии, он довольно крупный, но мало кто о нем слышал, потому что это далеко. Вот. То есть это еще одна польза Википедии, когда вы пишете Википедии, в том числе начиная с осетинского языка, эти потом статьи оказываются на неожиданных языках в переводе, потому что есть энтузиасты, которые этим занимаются. Поэтому, чтобы сделать Осетию более известной, можно заниматься этой активностью. Вячеслав, а скажите, 26 ноября планируется в коворкинге, да, Эксперос, работа совместная над разделом, да, Википедии? Да, во вторник вечером, начало, по-моему, в 5 часов, в коворкинге Axel Rose, это на Маркуса, в здании физического факультета, физико-технологического, вероятно.
пройдет совместная работа над теми проектами, к которым я имею отношение. Это и интерфейс ВКонтакте, перевод интерфейса ВКонтакте, и осетинская Википедия, и перевод интерфейса Википедии. Это отдельный проект, это называется движок MediaWiki, то есть любой человек может воспользоваться этим инструментом, чтобы создать свой сайт на основе Вики, и в нем будет осетинский интерфейс. Да? Вот сейчас он недопереведен, то есть это тоже большой фронт работы. И вот мы попробуем все это делать, и желательно с ноутбуком приходить, чтобы сразу уже именно делать, а не просто послушать. Просто послушать неэффективно. Я несколько раз рассказывал в сети Википедии. Приходило там, скажем, 10 человек, они слушают, я на утро открываю Википедию, никто ничего не добавил в нее. То есть это не очень полезный формат. Полезный формат, чтобы открыли ноутбуки и попробовали. Тогда, может быть, кто-то останется, будет этим тоже заниматься. А желательно, чтобы пришли знающие осетинский язык, или не обязательно там знания, главное, чтобы были какие-то азы программирования? Прям программирование, наверное, не очень нужно, хотя там тоже программисты тоже нужны, конечно, там, например, на питоне, но, конечно, нужны больше люди, которые какие-то азы не программирования, а осетинского языка имеют, да? Но при этом не обязательно быть там писателем, профессором. Да? Достаточно уметь построить простое предложение, типа Владикавказ, город Северной Осетии. Да? Читаю комментарии наших подписчиков. Добрый день. Никогда в школах нас не учили писать на осетинском языке. В жизни никогда ни одного заявления я не написала на осетинском языке. Не было необходимости. Язык гибнет, даже не в селах, то есть не разговаривают. Что-то по этому поводу можете прокомментировать? Ну да, вот у нас меняется ситуация. Сейчас есть интернет. Интернет способствует, что называется, живому творчеству масс. Появляются, знаете, самодеятельные артисты, которые звезды, скажем, Инстаграма, которые записывают небольшие ролики на осетинском языке, там всякие комедийные или, может быть, более серьезные. То есть есть новые возможности пользоваться осетинским языком, производить, что называется, контент на нем, да, то есть содержимое интересное для других пользователей. Вот в частности, то, чем я занимаюсь, это вот Википедия на осетинском языке, да, то есть если вы никогда ничего не писали на осетинском, но языком владеете, так стоит попробовать разобраться и начать писать. А вот сейчас в школах такая практика полилингвальная, да, обучение. Насколько знаю, там преподают даже профильные какие-то предметы на осетинском языке. Как вы вообще к такой практике относитесь? Я не вижу альтернативы, потому что если преподавать язык как предмет, то эффективность этого занятия, она потрясающе низка. У меня есть буквально сосед, который учится в школе, да, и он несколько лет учил осетинский язык, как бы с нуля в невладеющей группе, и я так понимаю, что он не научился даже каким-то минимальным знаниям, да, то есть я говорю, как же проходят тогда уроки, в общем, не добился от него ответа, даже если человек полный двоечник, что-то же должно было сдвинуться с нуля, да, то есть, и мировой опыт тоже показывает, что если язык на каком-то этапе выполняет роль именно языка преподавания, то есть на нем проходит предмет какой-то, хотя бы один в школе, это очень полезно, это намного полезнее, чем если бы на уроке осетинского языка им бы занимались как изучаемым языком. Комментарии наших подписчиков нам пишут, что почему мы говорим по-русски, что обсуждаем темы про осетинский язык, и те, кому нужно знать, они, в принципе, да, вот... я русский этнический, да, уршагда, хай уршага зурын, сондарм уршага зурын, кайжи конайкау. Несмотря на это, вы очень хорошо, да, говорите по-осетински. Да, как один раз в передаче «Пятница» ведущая оценила, и сносно, хорошо говорите по-осетински, да. Скажите что-нибудь по-осетински. Очень неудобно бывает, когда скажите что-нибудь. Это что, соловей, что ли? Я сказал что-то в духе там «Табовши, Ирон, Википедима, Юма, Басархаям, Рапарахатканыныл». И вот она такая, как бы
сносно, хорошо. Да. Конечно, мне тяжело говорить по-астински, потому что я не очень часто говорю. То есть говорение – это отдельный навык. И чтобы бегло говорить, надо, собственно, часто говорить. Но и слышать, да, астинскую речь? Слышать – это отдельно. То есть слышу я астинскую речь каждый день, потому что я подписан на, скажем, новости на астинском языке. И не бывает такого дня, чтобы я там хотя бы 10-15 минут не слышал астинскую речь именно ушами, так сказать. Да? И с этим навыком как раз нет проблем. То есть я хорошо понимаю все. И часто даже не могу проанализировать сказанное в лингвистическом смысле, потому что заходит как информация, да, то есть я услышал, что сказали, а как сказали, нет, не услышал. Есть такое. А вы вообще сколькими языками владеете? Это частый вопрос, но люди, которые интересуются языками, лингвисты, они обычно затрудняются ответить, потому что тут надо определять, что такое владеть языком, да, знать. То есть я знаю в разных языках там какие-то верхушки, но недавно посчитал, на скольких языках я могу изъясниться более-менее уверенно. Это 5, да, с родным русским. Это русский, астинский, английский, эсперанто и болгарский. Вот такой набор, да. А может, какие-то секреты есть, как изучать язык? Вы, может, подскажете? Да. Честно говоря, сколько людей, столько ситуаций, но существует, конечно, такая наука-методика преподавания, и там есть определенные устоявшиеся упражнения, то есть волшебных методов нет. Из того, что сейчас модно в этой полиглотском таком движении, что ли, это метод эхо, да, то есть вы включаете текст на изучаемом языке, как бы запись, видео, например, в идеале, наверное, даже видео, чтобы видеть, как человек произносит. И сначала повторяете за ним, ставите на паузу после каждой фразы или короткой части фразы, повторяйте за ним. А потом заново ставите эту запись и старайтесь произносить одновременно с ним, как бы предвосхищая его. То есть таким образом вы не учите, не зубрите наизусть, но в то же время получается, что фактически учите и имитируете немножко речь этого говорящего. Вот это довольно одно из эффективных упражнений. Хотя, честно говоря, если обо мне лично говорить, я не очень часто так делаю. А вы пользовались когда-нибудь практикой? Говорят же на языке, да, смотреть фильмы на иностранном? Да, конечно, я много смотрю фильмы на английском языке, чтобы его как-то поддерживать, потому что специально не занимаюсь, но, конечно, доводится читать и что-то слушать почти каждый день. И на болгарском тоже много смотрю всяких, фильмов, скажем так. Это эффективно, да? Это эффективно, но для определенных навыков, опять же, да, то есть, например, для письма это неэффективно. Уровень владения языка сейчас измеряется экзаменами, да, например, по английскому языку у меня нет ни одного сертификата, а по болгарскому и эсперанто у меня есть сертификаты на уровень C1. Из чего состоит экзамен? Он состоит из написания сочинения, то есть вы должны уметь писать как бы свои мысли записывать, да, то есть это надо, собственно, иметь мысли, уметь их сформулировать, и чтобы получился связанный текст. Это один навык. А отдельный довольно сложный навык – это именно поддержать беседу, это тоже часть экзамена сейчас. То есть два экзаменуемых, незнакомые друг с другом садятся, экзаменатор спрашивает у них, кто они, как-то просит их представиться, и потом предлагает им поговорить между собой. И это довольно сложно, то есть вы не знаете человека, он тоже не очень уверен, потому что для него это изучаемый язык, и тут задействуется очень много всяких навыков. Как к этому подготовиться? Когда я готовился, например, к болгарскому, я просто нашел в интернете болгар, которым хотелось со мной поговорить, это не очень сложно, они существуют такие люди на каждом языке. Иногда они хотят, чтобы вы поучили их, например, русскому языку в обмен, да, это тоже реально. Да? И сейчас есть платформы, где можно за денежку не очень большую, скажем, от $5 в час нанять людей, которые профессионально с вами в скайпе позанимаются. То есть есть способы прокачать это умение, которое обычно бывает наименее развитым при изучении языка. Это диалогическая и монологическая речь.
зачитаю комментарий. Насколько полилингвальная система обучения актуальна, если не будет обязательного экзамена по остинскому языку в республиканских вузах? Такой вопрос от подписчика или от подписчицы. Ну, экзамен, значит, люди иногда как-то преувеличивают роль экзаменов, и еще вот очень популярная идея, а давайте пускать людей на определенные позиции, если они сдадут экзамен по остинскому языку, да? Я такое очень часто вижу с начала 90-х. Ну, какая цель? То есть каких-то сомневающихся людей выдавить из республики и чего добиться? То есть вот эти репрессивные меры, они не всегда одинаково эффективны. То есть если у людей в школе есть обязательный предмет, этого достаточно, в общем-то. Понятно, что хочется сделать такой экзамен, но просто даже нет ни юридической никакой возможности. То есть нужно исходить из того, что возможно сделать. Например, что можно сделать на уровне своей семьи. То есть как, например, пережить опасный период с 3 лет, когда ребенок, например, уже заговорил по-остински, до начала школы, когда там может быть осетинский язык для говорящих группа, да, а в садике, если она, да, то есть надо тогда найти такой садик. То есть есть моменты, о которых нужно подсуетиться на уровне своей семьи. Это не означает только то, что вот язык оставить на, так сказать, откуп семьи, да. А это в том числе включает какие-то организационные моменты, да, может быть, найти няню, которая будет встречаться с ребенком раз в неделю, заниматься, то есть вот такие вещи. А мы можем рассуждать о том, а как бы нам ввести вот экзамен, который бы всех бы напугал, но не расплодим мы этим, например, коррупцию, связанную с этим экзаменом. Да, а есть ли у нас такой рычаг, в принципе, ввести такой экзамен? Да, кого за это могут потом отправить под суд? Да, то есть это очень сложные такие вопросы. И похоже на такое своего рода снятие ответственности. Да, давайте кто-то наверху решит, там, Битаров или Кучиев решат, как там что-то еще сделать вместо нас. Ну, важно подумать о себе, да, что можно сделать самому в своей семье, в своем дворе, да, как, например, организовать игры сверстников на остинском языке. Можно ли придумать какую-то игру, в которой они будут говорить на языке? Может быть, как-то играть в слова и так далее. Это очень важный момент, чтобы дети имели возможность в каком-то возрасте со своими сверстниками, даже если не поговорить, возможно, не умеют свободно изъясняться, чтобы они что-то поделали вместе на остинском языке. Это крайне важно, этого очень не хватает. И это никто не может где-то наверху решить, вот как с экзаменом. Да? Вот вам экзамен. Ну и что, экзамен будут люди бояться и как-то, не знаю, переживать, но ничего не изменится, по сути, мне кажется. Вячеслав, вы периодически в Осетию приезжаете с Санкт-Петербурга. Какие-то изменения замечаете в последнее время? Может быть, как-то ситуация изменилась с языком? Когда вот долго не живешь, да, в какой-то местности, как-то это четче бывает видно. Да, мне немножко трудно судить, тем более, что я часто бываю, поэтому тоже ситуацию в контрасте не вижу. Но мне кажется, что остинского языка становится больше в публичной сфере. Во многом тоже благодаря появлению вашего канала очень много нового качественного контента на остинском языке. Это прекрасно, это очень полезно. Очень обидно, что эти разговоры давно шли, то есть осознание необходимости этого канала было давно, и появился он вот у нас только в исторических мерках недавно, да. Вот, хотелось бы там на 5-10 лет раньше, это было бы намного более эффективно. И появляется остинский язык в виде каких-то надписей на улицах, это очень хорошо, но в то же время я слышу, что остиноведы говорят, что, часто педагоги, что даже в селах уже появляются дети, которые приходят в школу и к началу школы не знают остинского языка, хотя приходят там из остинской семьи. Это, конечно, не очень хороший показатель, и это самый главный показатель, которым в лингвистике измеряется жизнеспособность языка, передается ли он молодому поколению. И вот на остинском языке, остинский язык нельзя назвать исчезающим, это язык уязвимый, это называется, то есть на нем еще говорит очень много людей, и в ближайшие, скажем, лет 100 особой угрозы исчезновения у него нет, но в каждом новом поколении осетиноязычные родители не справляются передать своим детям остинский язык. Это не очень хорошо, конечно, и с этим надо что-то делать, но сейчас есть, например,
хорошие новости о разработке методик для детских садов, чтобы в детских садах, например, в сельских, во всяком случае, были группы, в которых воспитатели занимаются с детьми на осетинском языке каждый день. Это очень было бы полезно. Вот. Надеюсь, что будет дальше развиваться. Вячеслав, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам нашим подписчикам за внимание. Всем пока. До свидания.